учитель французского языка. Но в то время такая действительность была, что мы живых иностранцев не видели, на живом французском не разговаривали, мы изучали в основном политэкономию, там, научный коммунизм и очень много переводили. Так что мы изучали язык не в живом общении, а по бумагам, по учебникам, да? И вот с таким уровнем мы выходили и пытались учить детей, но я в свое время это понял, поэтому ушел в воспитание детей, а не стал учителем-предметником, воспитывал детей-сирот. И вот в общении со своими учениками, и сейчас вот у меня дочь 15 лет, я с малых лет, как она училась владеть языком. У нас в семье якутский язык. Мы ездили в деревню к родителям жены, это к самой окраинный поселок Амгинского Улуса. И вот буквально где-то 8-10 лет назад я заметил, что дети там, в этой деревне, где ни одного русского нету, начали говорить чисто по-русски между собой. И это чисто влияние YouTube. Ну, а когда говорят, что вот панацея, мы будем выпускать мультики на якутском языке, мы научим детей говорить на родном языке, это, я думаю, не получится, потому что ни с Диснеем, ни с более поздними мультфильмами мы состязаться в привлекательности для наших детей не можем. Ну, более-менее сейчас вот мультфильмы «Тундра» интересны для детей, да? А вот есть у нас канал Чахон, его очень мало детей смотрит. Так что не стоит, наверное, вот самообольщаться, и что мы с одними мультфильмами сдвинем эту гору, не стоит. Ну, тоже А вот Егор говорит, вот песни, фильмы — это действительно хороший инструмент. Но вот у нас очень такое серьезное препятствие, которое отвращает вот от якутского языка даже носители языка, это учебники в школах. согласен. А букварь, начиная с букваря, там реалии 70-х годов советского времени, там ферма и так далее, там мама мыла раму, там кормил теленка. Дети об этом представления не имеют. Даже их родители, которые выросли здесь в городе, об этом представления не имеют, и их, наших детей, невозможно этими учебниками научить якутскому языку. Потом наступает среднее звено, когда якутская грамматика, это вообще страшное дело. Вот мне 70 лет, я до сих пор не знаю ни одного правила якутского языка. И тем не менее очень хорошо им владею. Поэтому надо коренным образом перестроить обучение якутскому языку, программы якутского языка, с тем, чтобы это было живое владение языком, а не как я вот, например, в институте имени Хашимена учил французский язык. Хорошо.